Почему вдруг в Грузии, которая вдруг была так европейски ориентирована, да, и вот этот закон вдруг оказался в разработке парламента, и парламент так быстренько его в первом чтении принял. Но мы должны всегда учитывать, что ситуация очень динамично меняется. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». На прошлой неделе в Грузии прошли протестные акции. Наши власти устами министра иностранных дел заявляли о том, что есть некая попытка государственного переворота. И, кроме того, наши власти, в общем-то, объявили боеготовность особую, да, в силу того, что существует угроза возобновления новой войны спустя там, почти 30 лет. Да. И сегодня мы будем говорить не только об этом, мы вообще будем не только о тех протестных акциях, которые происходили в Тбилиси, но и будем говорить и о переговорном процессе, тем более там тоже какие-то новые аспекты стали появляться. И сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Астамур Таня. Астамур, здравствуйте. Добрый. Начну все-таки с этих протестов. Да, и причиной этих протестов стал закон, в общем-то, сейчас дословно я не помню, как он называется, но аналогично там закону об иностранных агентах, который вот у нас тоже вот уже какой-то период он находится в разработке в парламенте. Но как-то очень неожиданно было вот появление вот на грузинском пространстве этого закона. Вообще, как ты смотришь на вот эту ситуацию? Почему вдруг в Грузии, которая вдруг была так европейски ориентирована, да, и вот этот закон вдруг оказался в разработке парламента, и парламент так быстренько его в первом чтении принял, и уже собирался во втором, как бы грозился принять, и вдруг такие протестные акции? Ну, мне кажется, что это проистекает из того, как устроена нынешняя политическая система в Грузии. Вот. Мне кажется, что власти Грузии, они стараются установить свою монополию, вот, властную монополию в Грузии. В этой связи предпринимаются попытки по как-то сворачиванию конкурентного политического поля. Вот в этом аспекте, наверное, следует рассматривать. Мне кажется, я глубоко не изучал, что там у них в экономике происходит. Аналогично может происходить и в экономической среде. То есть попытка концентрации в руках властей всех экономических потоков, более-менее значительных потоков, которые существуют в Грузии. Вот. Здесь я не думаю, что они прям себе целью ставят прекращение интеграции с Европой, что это, я не думаю, что это у них самоцель. Вот. У них цель вот такая. А в этой связи приостановление процессов интеграции является как бы следствием вот той политики, которая связана с попыткой вот, установления вот такой политической и экономической монополии. Не кажется ли это все-таки вот эта ситуация с принятием этого закона, многие связывают, по крайней мере у нас тоже, кстати говоря, об этом нет-нет да проговаривают, о том, что Тбилиси, власти Грузии, вот в лице грузинской мечты, идет явное такое сближение с Москвой. И вот это как бы принятие этого закона, это вот отголосок или как бы некая деталь этой дружбы. Ну, я не знаю, мне трудно судить. Я думаю, что все-таки грузинские власти руководствуются своими интересами в этой связи.
вот, теми, о которых я сказал выше. Что касается сближения с Москвой, ну, пока оно не приобрело каких-то политических контуров. Есть, что называется, отказ Грузии от участия в санкционной политике и увеличение товарооборота между Грузией и Россией. Вот. То есть здесь такой очевидно экономический вектор в этом сближении. Пока трудно говорить, имеет ли он какие-то политические перспективы. Фактически власти Грузии пользуются нынешней ситуацией вокруг России для того, чтобы получать и какие-то экономические выгоды. Этот процесс, очевидно, происходит, об этом говорит рост ВВП Грузии вот, на фоне того, что ситуация в целом в других странах, она ухудшается, а в Грузии на фоне этого всего ситуация улучшается. Но в экономике, кстати говоря, вот это все постсоветские республики, с которыми у России нормальные отношения, они, кстати говоря, у них резко в рост ушли всякие показатели экономического характера. Да, я думаю, что здесь все-таки это потепление связано с попытками решить свои проблемы и плюс как-то не оказаться вовлеченными во всевозможные потрясения, которые могли бы быть вызваны другой позицией Грузии. Вот. Так что здесь комплекс, наверное, причин. Ну, вот, довольно часто и сами представители грузинской власти заявляют о том, что их периодически склоняют к тому, чтобы открыть второй фронт. Второй фронт, то есть развязать войну, там, военные действия в Абхазии, в Южной Осетии, тем самым как бы ослабить Россию. Насколько вообще, на твой взгляд, вот это имеет какое-то основание? Ну, слушайте, там, где существует неурегулированный конфликт и существуют претензии одной стороны к другой, территориальной или в целом есть стремление поглощения другой стороны, всегда есть опасность возобновления военных действий. Это безусловно, нет. Мы приближаемся в этой связи. Ну, я думаю, то, о чем ты сказал, если происходит, допустим, какое-то сближение между Россией и Москвой экономическое, это фактор того, что это снижает вероятность конфликта. Насколько длительным этот будет фактор, пока не ясно, потому что мне кажется, что грузинская мечта, она вступила в полосу глубокого кризиса. И мне кажется, что в Грузии могла вот на фоне этих событий произойти смена власти, если бы оппоненты грузинской мечты имели бы какой-то единый политический центр, какой-то набор лидеров, какую-то общую политическую платформу, я думаю, они бы пошли дальше. Потому что тут ситуация таким образом, она складывалась в пользу протестующих. Вот, поэтому, но это же нам показало, что главные идеологические оппоненты грузинской мечты в лице грузинского национального движения, они не пользуются поддержкой, широкой поддержкой в обществе. То есть общество не готово поменять грузинскую мечту на грузинское национальное движение. Вот, поэтому мне кажется, что в ближайшее время в Грузии пойдет процесс формирования какой-то третьей силы. Вот. Не исключено, что в этом процессе, кстати, отчасти будут участвовать какие-то крылья из грузинской мечты, потому что ее бывшие соратники по приходу к власти они уже в оппозиции. Вот. Так что я думаю, что Грузия вступает в процесс активного внутриполитического строительства. Вот. Какая идеология будет в этой связи наиболее популярна, пока трудно судить. Да. Ну, ты знаешь, вот разговор о третьей силе в грузинской
среде тоже достаточно долгий идет. И у них тоже, кстати говоря, аналогичная ситуация, как у нас происходит, когда две политические силы друг друга сменяют, и, в общем-то, альтернативы этим двум политическим силам нет. Вот тот же самый процесс происходит в Грузии. Сейчас тоже нацдвижение, оно в кризисе находится, там оно разделилось, несколько раз уже поделилось и так далее. И, в общем-то, в этих протестных акциях заводилами были не как раз не оппозиция, а просто гражданское общество, да, то есть, которое посчитало, что их свободам кто-то хочет урезать их свободы существующие, к которым они привыкли. Но не факт, что, в общем-то, мне кажется, что опять появится какая-то третья сила, да, вроде бы создается ситуация, а этой третьей силы нет. У нас тоже там всякий раз какие-то ситуации создаются, а третья сила, в общем-то, не созревает. Когда необходимое создание третьей силы носит теоретический характер, это может длительно процесс происходить. А здесь мы были свидетелями довольно бурных политических событий. И те, которые их организовывали, или те, которые за ними наблюдали со стороны, вряд ли они не попытаются воспользоваться плодами вот этих вот событий. Поэтому я думаю, что сейчас пойдет в Грузии процесс формирования третьей силы. Вот что касается этих протестных акций, нас, конечно, больше всего беспокоила эта ситуация. Это активно как бы использовалось. Там какой-то молодой человек на этом митинге, он там как бы выступая, там призывал Сухуми, 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 то есть как бы давая понять, что вот надо теперь идти на Сухуми. Не знаю, что в этом нового. Да, да, но с другой стороны, как бы я вот отслеживаю периодически это все, что там происходит в Грузии, что говорят разные политические силы, но вот, по крайней мере, вот в нынешних обстоятельствах, даже в нынешних обстоятельствах, когда там украинские власти там призывают, там, украинские политики, да, часто призывают Грузию там открыть второй фронт и так далее, то есть, но вот каких-то сил, которые бы выступали бы за развязывание там новой войны, там, либо в Абхазии, либо в Южной Осетии, я, в общем-то, как бы не обнаружил. Я не знаю, вот как ты просматриваешь, там, как-то мониторишь эту ситуацию или нет, но у меня такое ощущение, что нет. То есть в том же нацдвижении, которое раньше было крайне агрессивно там, и так далее, там развязало войну в Южной Осетии и так далее, но сейчас, мне кажется, все, наверное, понимают, что ситуация, как бы даже не хотелось, но ситуация как бы для Грузии проигрышная. В любом случае, там начало какой-то новой конфронтации с Абхазией вряд ли каких-то дивидендов им принесет, кроме проблем. Ну, что касается выкриков, я не вижу здесь особо нового. Всегда, когда проходят митинги, кто-то что-то будет кричать. Тем более, что абхазская тематика, она уже много лет, она в пропагандистском тренде находится. Вот, так что здесь я не придаю значения этим выкрикам. А что если говорить о реальной ситуации, ну, логически да, я с тобой согласен. Я не думаю, что вот в ближайшей перспективе существует такая угроза. Но мы должны всегда учитывать, что ситуация очень динамично меняется. Вот на Карабах очень быстро поменялась ситуация. Вот. Поэтому общество, которое живет, мы общество, которое живет в состоянии угроз уже много лет. И для нас не должно быть новостью, что мы должны быть готовы к отражению, купированию этих угроз. Вот, и если это и военные средства, и средства дипломатические, вот, и есть экономические, кстати, средства, то есть ко всему инструментарию, который сделает менее вероятным возобновление военных действий, мы этот инструментарий должны использовать. Здесь это наша рутина, мы в ней живем уже 30 лет. Но, с другой стороны, наверное, мне кажется, в любом случае мы, конечно же,
не хотим никакой войны. В любом случае мы, в принципе, должны всегда быть готовы к худшему сценарию. Тем не менее, переговорный процесс, он как-то застопорился, да, то есть очередной раунд Женевы перенесен, я думаю, там как бы вот, наверное, все-таки весной, надеюсь, состоится, но тем не менее там несколько раундов были перенесены. С другой стороны, такое ощущение, что мы сами вроде бы как бы особо не горим участвовать в этой Женеве, да, то есть как там министр иностранных дел озвучил там идею о том, чтобы там проводить как бы грузино-абхазский переговорный процесс перенести в Минск. В общем-то, ну, сложно. Да, я понимаю, что Минск раньше был центром там, для урегулирования там, армяно-азербайджанского конфликта, да, там Минск был центром для урегулирования там кризиса российско-украинского, да, украинского кризиса, да. Это не очень удачное место. Но с другой стороны, как бы мне кажется, в общем, эта площадка вот в нынешнем контексте, ну, не такая привлекательная, да, по крайней мере, да, мы можем туда поехать, но, да, мягко говоря, но те же грузины вряд ли туда согласятся приехать, с другой стороны, и вот эти все посредники, которые существуют, они вообще, кажется, не приедут в силу того, что, как бы откажут, в силу того, что, опять же, Минск нынче ассоциируется с Москвой, вот с этой, всей этой конфронтацией, с этими и так далее, санкциями. В общем-то, Минск, наверное, ну, как бы мы этого не хотели, в общем-то, вряд ли будет центром для такого переговорного процесса, да? Но возникает вопрос, да, для чего мы это заявляем тогда? Может, чтобы Александру Григорьевичу понравилось? Или просто как бы выносим какие-то инициативы, знаешь, лишь бы что-то выносить, да, чтобы быть в неком тренде рабочем, да, что мы вот что-то предлагаем. Но в реальности может быть так, что, допустим, может быть в другом совершенно формате, не в том формате, в котором происходят женевские дискуссии, где там есть целый ряд участников от ООН, там Евросоюза и так далее. То есть, может, вдруг Минск, используя там более-менее нормальные отношения там, с нынешней властью Грузии там, и Москва, у которой вроде бы более-менее нормальные отношения возникают, вот в такой парадигме. Ты же помнишь, как этот сторож из этого театра 12, который в 12 стульях был, как он формулировал? Он сказал, согласие есть продукт, достигаемый при взаимном непротивлении сторон. Да. А можно, говорит, деньги потом, говорит, можно, говорит, но деньги вперед. Да. Так что я не думаю, понимаешь, я сомневаюсь, что Грузия пойдет на изменение существующего формата. Вот. Он же тоже не случайно складывался. Вообще любые посреднические форматы, они складываются исходя из расклада геополитического, из там, интересов внешних акторов крупных, которые тем или иным образом могут повлиять на конфликтующие стороны в целях продвижения той или иной модели урегулирования. Таким образом был сформирован наш первый переговорный формат. Кстати, нынешний формат, он не переговорный. Назовем его экспертно-дискуссионным. Да. Ну, все присутствуют в личном качестве. Да, он экспертно-дискуссионный формат. Он исходит из того, кого бы стороны хотели видеть в качестве посредников. Вот. Как эти участники могут повлиять в ту или иную сторону на ситуацию в регионе. Так что здесь подобные односторонние заявления, они, кроме как благими пожеланиями, их нельзя назвать. Ну, как бы сегодня как бы мы не можем сказать с уверенностью, что стоит за этой позицией, да, насколько мы далеко можем зайти. Можем ли мы зайти в том, что вот нам срочно, да, то есть надо менять место дислокации, то есть
Женеве не получается, значит, мы будем настаивать на том, чтобы Минск был. Может такая позиция быть у наших властей? Ну, я не знаю, надо их спросить, чем они руководствуются. Я теряюсь в догадках. Да. Но вообще, все-таки в силу того, что, опять же, вот какая-то некая такая эскалация все-таки идет конфликта, и нынешние вот эти протестные акции там в Грузии, они все-таки у нас были восприняты достаточно как бы такой как бы в виде угрозы будущего, да, там, для абхазского будущего. Насколько вообще реально сейчас все-таки выйти на некое на другой импульс? Допустим, очень часто говорят, там, допустим, появились новые реалии после там начала вот этой военной операции в Украине, да, что новые реалии, там есть возможность там транзита и так далее. Но я вот сейчас не вижу каких-то таких поползновений, хотя вроде бы и транзит идет, там и Россию через Грузию идет, и через Абхазию идет, но вот как-то замкнуть все это через наше пространство, общее такое пространство, как-то не получается. Насколько возможны вот такого рода переговоры там по экономике, там по каким-то транзитным вещам и так далее, между там хотя бы между, если и не прямые там переговоры между Сухумом и Тбилиси, но хотя бы при посредничестве при посредничестве Москвы. Мне кажется, что когда идет просто обсуждение каких-то возможностей, но не предпринимается никаких шагов, вот, это же мы не в вакууме находимся. Ситуация вокруг нас может 10 раз поменяться, и то, что вчера казалось реалистичным, сегодня вообще совершенно может потерять актуальность. Вот. Что касается, собственно, вопроса транзита, я бы его рассматривал, чем бы он мог быть интересен не только для сторон, или еще, чем он мог бы быть интересен для других внешних акторов, таких как Россия, Турция, международные разные организации, европейские государства. Чем, в принципе, это могло быть интересно? Транзит, он мог бы быть использован как такой фактор стабилизации ситуации в регионе. Вот. Мне кажется, что здесь нашли бы интерес разные акторы. Вот если смотреть на него в этом аспекте, потому что ведь существует не только санкционный товар, есть вполне легальные товары, торговля идет, продолжается. Даже несмотря на то, что идут военные действия между Россией и Украиной идет. Россия осуществляет транзит энергоносителей через Украину, а Украина за это получает плату. Этот процесс же продолжается. Вот. Так что сказать, что в результате этого конфликта полностью, да, идет процесс заморозки, но чтобы полностью все торгово-экономические отношения заморозили, этого же не произошло пока. Вот в этой вилке надо что-то искать. Мне кажется, если рассматривать вот в этом аспекте транзит в качестве фактора стабилизации ситуации в регионе, мне кажется, эта идея может сработать. Потому что все равно, несмотря, если отвлечься даже от этой масштабной пропаганды с разных сторон, там трудно, легко заплутать, конечно. Я думаю, что идет поиск путей разрешения ситуации, как-то урегулирования отношений между вовлеченными всякими игроками в это дело. Ты имеешь в виду по транзиту? Я вообще не вижу в мировой политике. Вот сейчас запланирован визит Си Цзиньпина, например, в Москву. Потом запланированы его контакты с Зеленским. То есть процесс этот, он продолжается. К чему? От нас мы мало чем можем на этот процесс повлиять.
Но какие-то идеи, которые будут плодотворны для нашего региона, мы могли бы предложить. Одна из этих идей – это транзит. Вот, как вот способ не только решения каких-то экономических проблем, но и как способ создания основы для долгосрочного сохранения мира в нашем регионе. Мы видим, что на армяно-азербайджанском направлении тоже процесс продолжается. Вот, несмотря на очень сложную историю взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном, и Арменией и Турцией, там идет складывание какой-то модели, логистической модели, которая будет выгодна разным игрокам. Вот. То есть Армения, оказавшись в сложной ситуации, она ищет свое место вот в таком новом мироустройстве, которое вот складывается. Это ж готовый рецепт на блюдечке никто не принесет. Надо в этом участвовать, убеждать людей, аргументировать. Вот то же самое должна сделать Абхазия. Иначе, еще раз, мы много раз говорим, если мы не займемся делом в этом направлении, то с нами меньше будут считаться, когда настанет момент международной стабилизации. Я не знаю, сколько лет это продлится, но у нас, я говорю, мы не знаем, мы на это не влияем. Мы должны исходить из того, что у нас вилка возможностей не очень широкая. Поэтому здесь нельзя так себя инертно вести, как мы ведем. Ну да, пока мы видим, в общем-то, особенно вот то, что происходит там в течение с февраля, прошлого года, в общем-то, наши контакты, они как-то ничем не отличаются от того, что было раньше, да, то есть вот с другой стороны и механизмы, и всякие действия, которые происходят, они происходят в одном направлении. В общем-то, мы не создаем каких-то даже попыток участвования в региональной политике, да, в расширение региональных связей. Тем не менее, мы все-таки, в общем-то, вот как-то крайне инертны в этом направлении, вот в развитии каких-то региональных связей, да, попытках хотя бы что-то озвучить, хотя бы как идею, да, у нас мы даже на идейном уровне, к сожалению, не озвучиваем, да. И мне кажется, вот здесь существует проблема. Да? Раньше, кажется, вот в бытность твою, там, когда ты был... В какую из бытностей? Ну, в первую бытность. Да, это более приятно. Да, потому что мы все-таки пытались играть какие-то вещи при скудности возможностей, да, и находились в блокаде, и экономика была практически никакой не было, да, и пытались мы играть в какую-то политику, большую политику, хотя бы на региональном уровне играли, да? Ну, тогда были очень интересные проекты. Вот здесь у нас лекция проходила, вот, как раз на каком фоне проходили грузино-абхазские переговоры. Это фоном тогда была разработка разных новых нефтяных маршрутов. Это очень сильно маршрутов транспортировки, имею в виду, азербайджанской нефти, кстати, да. Вот, на этом фоне, этот фон очень... Вариантов был через азербайджанскую нефть, через территорию Грузии, в Абхазию и в Новороссийск выход. Это была идея Евгения Примакова. Да, чтобы примирить, что называется, два маршрута. Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Новороссийск. Они решили, хотели сделать такой треугольник. Да, это как раз в 1997 году. И вот в 1997 году была активизация в грузино-абхазском переговорном процессе. Это были вещи взаимосвязанные. Поэтому я думаю, что у нас тоже здесь будет рано или поздно активизация, потому что Южный Кавказ явно перестает быть тупиком. Да, он будет выполнять, по прошествии всех этих потрясений, он не будет уже закупоренным, он будет выполнять какие-то функции, связующие функции коридора между Передней Азией, Европой и дальше даже. Вот. Здесь главное, чтобы
сквозняком не выдуло. Нужно заниматься, думать над тем, как мы в этом будем участвовать. Спасибо. Я думаю, вот на этом... Астамур, спасибо. На этом как бы глубокомысленном надо думать. Мы все-таки завершим. Я люблю на таких как бы позитивных вещах завершать. И я напомню, что сегодня мы говорили о Грузии, мы говорили о грузино-абхазском конфликте, о перспективах региональной политики, развития или участия, точнее, в этой региональной политике со стороны Абхазии. Я напомню, что у нас в гостях был Астамур Таня. Я с вами прощаюсь. Вы можете нас видеть на YouTube-канале одноименном «Чегемская правда», также на одноименной странице в Facebook. Так что смотрите нас. Мы будем очень рады.